20 ноября в Республике Коми отмечался День памяти участников оленно-транспортных батальонов, которые сыграли значительную роль в Великой Отечественной войне. Эта памятная дата была установлена с целью сохранить историческую память о подвигах земляков и увековечить их имена. В Интинской автошколе ДСАФ открылась познавательная экспозиция, подготовленная реконструкторами 28-й Невельской дивизии, на которой побывали представители городской администрации, Совета ветеранов, курсанты гимназии номер 2 и наша съемочная группа. Оленно-транспортные батальоны – это историческая память и гордость Республики Коми, но подробная информация о них стала освещаться только в последние годы, и тем интереснее тема для посетителей экспозиции, которую подготовили реконструкторы 28-й Невельской дивизии. Оригинальные экспонаты на выставке реконструкций, занимательные истории и военные факты помогли глубже окунуться в прошлое не только взрослому поколению, но и молодежи. Очень радует, что это все на таком уровне сделано, очень радует, что пришли молодые, очень радует, что уделяется внимание этим молодым ребятам, девочкам и мальчикам, рассказывают про настоящие наши войны, рассказывают про нашу историю. И самое главное, очень интересно посмотреть. Я сама теперь увидела, подержала первый раз в руках то оружие, с которым воевал мой покойный отец, ветеран войны, гвардии младший лейтенант, танкист, воевал на войне с 43-го года по 45-й. И теперь это оружие взяла в руки. Было немножко понятно, как тяжело было воевать. Моему отцу было всего 18 лет, когда он пошел на фронт. Экспонаты сразу стали привлекать внимание подростков, тем более, что каждый желающий мог примерить военную форму солдат или медсестер того времени, буквально прикоснуться к прошлому. Было очень интересно. Больше всего, наверное, запомнилось, когда рассказывали о медицине, когда показывали бытовые вещи, когда рассказывали о автоматах. Выставка проводится второй год подряд, и коллекция артефактов только пополняется. Какие-то вещи взяты с рук, какие-то на барахолках. Здесь можно увидеть многое: каски, катушки связистов, фонари, патефоны, бинокли. Вот уже второй год военно-патриотический клуб реконструкторов 28-я Невельская дивизия проводит вот эту выставку. Выставка замечательная по сравнению с прошлым годом. Она пополнилась очень интересными экспонатами. И вообще здорово, что есть такие увлеченные люди, которые самостоятельно, по собственной инициативе изучают историю нашей Родины. И мало того, привлекают молодежь к этому. Вообще это очень похвально. Ребята все молодцы. Среди зрителей выставки Анатолий Липатников. Мужчина предоставил клубу реконструкции оригинальные документы и медали из собственного архива. Такие вещи должны служить примером для подрастающего поколения, уверен Анатолий. Живу в Инте 20 лет, а вот этим делом занялся только вот как 2 года занимаюсь. Предоставил вот оригинальные документы 45-44 году, также медали Анны Петровны, вы вот видите на фотографии. Она с мужем, и посередине есть ребенок. Этот ребенок, в данный момент, это являюсь я. Если, как говорится, мы забудем, наше поколение не передаст следующему поколению, то зря наши деды, прадеды проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны. Посетители с большим энтузиазмом слушают лекции о прошлом, интересуются разными аспектами Великой Отечественной войны, рассматривают оружие и одежду. Я первый раз на подобной экспозиции, я восхищен. Правда, очень здорово, такие богатые, можно сказать, для нашего небольшого помещения экспонаты. Знаете, впечатляет. Люди работали и работали с душою. Мы это видим, как люди воспринимали их рассказы. Это здорово. Республика Коми внесла огромный вклад в приближение победы в тяжелые военные времена. Подобные мероприятия не только напоминают о страшных событиях войны, но и о героическом прошлом наших земляков.